уже сообщали, сегодня в 10 часов утра в Большом зале горисполкома начала работу 4-я сессия народных депутатов. Сейчас мы беседуем с зав. Орготделом горисполкома Гордеевым Станиславом Александровичем. Станислав Александрович, скажите, пожалуйста, несколько слов о начале работы сессии. Ну, несколько слов, в нескольких словах, наверное, трудно вообще характеризовать все даже начало. Ну, коротко вот о повестке. Если в нескольких словах, значит, сессия началась у нас по графику, по плану. Это очередная 4-я сессия. На ней присутствовало в самом начале 85 депутатов. По ходу рассмотрения первых вопросов, вернее даже первого вопроса, еще подошло-поехало с поселков депутаты. На сегодняшний на момент 94 депутата из 121 избранных. То есть кворум есть? Да, конечно, нам необходимо было 81 депутат, по кворуму присутствует 94. В основном отсутствуют депутаты по уважительной причине, это и командировки, это учеба и болезнь. По повестке дня. Повестка дня довольно обширная. Значит, в повестке дня... доклад мандатной комиссии? Нет, сейчас уже обсуждается 3-й вопрос. Собственно, первый вопрос, доклад мандатной комиссии, но он, как правило, характеризуется существующими Конституцией законодательства, и он проходит без каких-то осложнений. 2 депутатов по Нагорному и Чульману, это товарища Князева, депутата бывшего Князева, и депутата Шорника, мандатная комиссия предложила депутатское полномочие снять. Один из-за невозможности продолжать депутатскую деятельность, очень большие осложнения по работе в части загруженности, занятости, это по Князеву. И товарищ Шорник выехал за пределы района. Значит, по второму вопросу, это организационные вопросы, на которых, собственно, были рассмотрены, если очень коротко, вопрос о утверждении начальником нашего городского отдела внутренних дел товарища Безнякова. Естественно, если говорить об этом вопросе, значит, первая часть вопроса – это удовлетворение заявления начальника до сегодняшнего момента существующего товарища Эпштейна, который написал заявление и попросил его освободить от этой должности. И сессия, естественно, удовлетворила данное заявление. По существу почти единогласно, один был против, и в пределах 10 человек воздержалось. И по Безнякову сессия утвердила начальником ГУВД Безнякова Юрия Викторовича, который уже в течение 2 примерно месяцев работает у нас с исполняющим обязанности. Главный вопрос – это бюджет нашего города, что мы и сегодня, кстати, не в состоянии его рассмотреть, потому что нет бюджета. То есть в Новый год мы вступаем без определенного бюджета? Не только мы, республика в целом и по существу в целом Россия. Поэтому у нас есть большие надежды на то, что очередная 4-я сессия Якутско-Саха ССР состоится 27 декабря, и там будет присутствовать Ельцин Борис Николаевич. Уже не будет? Значит, у меня немножко запоздало уже данные. Сегодня, по крайней мере, с утра говорили, что есть еще надежда, что он якобы должен приехать. Значит, сейчас вопрос идет о малых предприятиях, о кооперативах, о приватизации, от различных форм собственности. Поэтому сейчас такой... Как мнение депутатов по этому вопросу? Судя по первым выступлениям, поскольку после перерыва в течение получаса я слышу, выступает сейчас 4-й депутат. В принципе, общая тенденция, что надо развивать малое предприятие. Более того, что на следующий год с учетом приватизации, с учетом разгосударствования многих предприятий, на следующий год, то есть на 91 год, мы просто, это диалектическая, наверное, особенность, мы без этого не обойдемся. Поэтому общие тенденции их надо развивать, но есть масса моментов и масса нерешенных проблем, связанных с тем, что и контрольные функции за ними несколько принижены в части превращения безналичных денег в наличные. И в докладе Леонида Афанасьевича речь шла о том, что у нас на нашей территории в пределах 22 миллионов добавились денежных, наших рублей, наших бумажек, а в магазинах товара, как вы знаете, все меньше и меньше.
Поэтому вот эти моменты как негативные отражались. Отражались моменты, связанные с тем, что идет перекачка в малые предприятия, в кооперативы, с государственных предприятий различного рода строительные материалы. И что, естественно, с нашим дефицитом стройматериалов усугубляет работу государственных предприятий. Это как негативно. Ну и в связи с этим предлагается, и, кстати, в проекте, который имеется на руках у депутатов, предложено создание такого координационного совета, который мог бы, во-первых, провести своего рода перерегистрацию малых предприятий и кооперативов, определиться действительно их, аргументированность, что ли, на продолжение их существования и жизни, ну и, естественно, иметь возможность контролировать в отношении прохождения особенно денежных ресурсов, потому что через 2-3 этапа оказывается так, что вкладывает одно, а в других даже регионах, получается, на других счетах возникают денежные средства, которые с нашего региона перекачиваются. Но так общая тенденция, еще раз повторяюсь, вообще положительно, надо развивать. Станислав Александрович, как, на ваш взгляд, проходит сессия? Все идет гладко по плану, нет никаких там особой борьбы такой не намечается? Ну, я полагаю, что вот первые 3 вопроса, они не носят вот такой характер каких-то противодействий. То есть борьба намечается понимание. впереди, если она будет. Борьба намечается, и она будет, по всей вероятности. Но мы так полагаем, что... По каким вопросам, скажите, По пожалуйста? единственному вопросу, это о утверждении положения к статусу о первостроителе города Нерв. Сегодня вы этот вопрос не разбираете. Ну, так, по регламенту мы думаем, что к этому вопросу подойдем завтра с утра, потому что сегодня, кроме этого 3-го, будем говорить, одного из основных вопросов, на котором в пределах 10, наверное, выступающих будет, хотя предварительной записи и не было, но он такой актуальный вопрос. И следующий вопрос о задачах по борьбе с правонарушениями, это тоже вопрос жизненно необходимый для города, тоже довольно интересный вопрос. Поэтому, исходя вот из определенного опыта, мы так полагаем, что сегодня мы к вопросу такому деликатному и щекотливому не подойдем, а завтра мы к нему подойдем.